Да. Слушай, Да. и еще вопрос такой, что по визиту, ведь как бы, Трамп же хотел сразу как бы хозяина уже в Белый дом пригласить, чтобы он там прибраться, нужно там сервизики расставить и встретить достойно хозяина уже как бы в доме, и управляющим Белым домом должен просто барина встретить был там непосредственно уже на зеленой лужайке. А что-то не срослось у них там с этим визитом, который запланирован был на осень, или срастается? Я вот так не понял, противоречивая информация. Нет. Вчера советник Трампа Джон Болтон заявил, что не будет встречи, но он сказал до следующего года, пока, цитата, не окончится охота на ведьм, так они называют расследование Боба Мюллера. Путин не приедет этой осенью. Это новость о том, что Трамп пригласил его в Белый дом, вызвала страшное сопротивление. Демократы обещали там вывести миллионы, 15 миллионов человек привезти в Вашингтон, не вывести, а привезти, потому что в Вашингтоне всего 600 тысяч живет. И сказали, что они заблокируют проезд Путину, вот откуда он приземлится, до Белого дома, что они не дадут. Сопротивление приезд Путина вызвало и в Конгрессе. Важные республиканцы, высокопоставленные, высказались против. И я думаю, что Трампа просто его советники убедили, потому что все-таки, если вы посмотрите, вот Госдеп и Майк Помпео, да, они все-таки действуют в таком классическом ключе. Минобороны только что подписала, да, распоряжение на выделение финансовой помощи Украине по оружию. Да. Вчера Госдеп сделал заявление по Крыму о том, что Крым никогда не будет признан российским. Майк Помпео вчера давал показания в Конгрессе. Его вызвали после того самого саммита, где он оправдывался за то, что это вообще, что это такое было. Ну, он, конечно, Трампа выгораживал, и все время напоминал, что это все-таки Трамп подписывал итоговые распоряжения по высылке российских дипломатов, по введению санкций. То есть внутри администрации Трампа есть сопротивление. Там есть, конечно, люди, которые мыслят здраво, рационально и в ключе международных договоров и здравого смысла. И они, очевидно, они убедили Трампа, что Путину не надо приезжать в Вашингтон, если Трамп не хочет обрушения своих рейтингов и просто невероятного сопротивления со стороны как политиков, так и масс. Ну, то есть, грубо говоря, несмотря на то, что у Трампа хорошие рейтинги, потому что он популярен внутри страны, все-таки опасение было, что если приедет Путин и как бы пропал дом, да, если он там вот так же будет себя вести, как в Хельсинки, то все-таки какая часть избирателей отвернется от своего кумира? Айдар, они такие, что у него хорошие рейтинги. У него прекрасные рейтинги среди республиканцев. Но общенациональные у него 38 одобрения. Это очень низкие для президента. Поэтому не такие же высокие. Нет у него кредита доверия. И самая важная борьба идет вот за те примерно 16-17% как бы независимых, не определившихся. Вот те, кто определил судьбу выборов. Потому что переубеждать сторонников Трампа, их где-то 33%, бесполезно. Это вообще, даже лучше туда не соваться, на эту территорию. А вот эти независимые, да,